В этом учебном году в Печорской гимназии появилась «Точка роста». Это центр образования цифрового и гуманитарного профилей. В республике их уже несколько десятков. Для гимназии открытие центра стало своеобразным подарком к 30-летнему юбилею. Какой интерес проявили дети к новым возможностям дополнительного образования, узнал Северин Арпа. С первых дней работы гимназия номер 1 стремилась дать своим ученикам все лучшее для полноценного развития и творческого, и физического. На базе учреждения работает много кружков и секций, где после уроков дети могут себя реализовать. Теперь возможностей стало больше. Республика выделила тоже деньги на открытие точки роста. За счет республики поступило оборудование все. За счет местного бюджета мы сделали ремонт, приобрели мебель, а за счет республиканских средств это у нас появились оборудование. Часть кружков, которые сейчас входят в центр «Точка роста», уже на протяжении долгого времени действовали в гимназии. Просто с этого года они очень органично вписались в соответствии с целями, задачами «Точки роста». Но, конечно, высокотехнологичные направления стали возможны только сейчас, с поступлением нового оборудования. И, конечно, все новое, связанное с техносферой, сейчас очень детей интересует. Но, как выяснилось, гуманитарный профиль тоже оказался очень востребованным. И благодаря «Точке роста» мы смогли открыть клуб юных журналистов. Всего в Печорской гимназии развивается 15 направлений. С детьми работают несколько педагогов. Среди них и инженер по информатизации Виталий Зеленюк, который специально переучился на педагога дополнительного образования и теперь ведет уроки в «Точке роста». Я веду несколько направлений. Это промышленный дизайн, робототехника, виртуальная реальность. Сейчас нам поступило очки виртуальной реальности, 3D-принтер, пришли квадрокоптеры. И пока что все, еще ждем, когда к нам придут конструкторы еще больше. Детям очень нравится робототехника, по большей части приходит на нее очень много людей. Очень интересно собирать самим конструкторы, когда они начинают двигаться, когда выполняют их программы. И также на промдизайне тоже интересно, они собирают свои игрушки, сами моделируют, сами все делают. Необходимое оборудование еще продолжает поступать, и вскоре «Точка роста» будет полностью укомплектована, что даст детям широкие возможности для развития своих талантов. Всего до 2024 года в Коми должны открыться 146 точек роста. Северин Арпа, Роман Боровиков, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.